Было много и достаточно свидетельств, например, того, что грузы на внутренних границах ЕАЭС проверяются чересчур строго, что создает препятствие свободному перемещению товаров, для чего этот союз и создавался. Однако обсуждение этого вопроса и на саммитах с участием президентов, и на премьерском уровне, и Евразийской экономической комиссии ЕЭК не давали результата, пока Кыргызстан не прибег почти к шантажу, заявив, что он вообще начнет бойкотировать заседание ЕЭК, создав отсутствие кворума. Через 2 дня после этого открылись 2 из 5 ранее закрытых КПП на казахско-кыргызской границе и обещают, что откроются и оставшиеся 3. Но что это за организация, где должны применяться такие методы? Утром того дня, когда вопрос должен был рассматриваться на ЕЭК, он обсуждался в комитете кыргызского парламента. Ну, один из вариантов, это вариант, можно отозвать наших министров. Когда мы отзываем наших министров, то ЕЭК не сможет принимать какие-либо решения, не будет кворума. И можно, забойкотировать работу, да? С министром на парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности согласился и депутат Бахадыр Сулейманов, который требовал от правительства решительных мер. Надо отозвать наших министров. Не будет кворум, ничего страшного. Месяц, 2, 3, пока мы не примем решение. Что мы